Здравствуйте! Вы смотрите программу «Интервью дня» на телеканале ТУВА-24 в студии Сайгын Бирбю. Республиканский фестиваль-конкурс народного творчества «ТУВА Пестингоргевис Тува. Наш дом», посвященный Году народной сплоченности в Республике Тува, пройдет в Кызыле с 25 по 30 апреля в Доме народного творчества. О предстоящем фестивале сегодня мы поговорим в студии с Еленой Николаевной Ондар, заслуженным деятелем искусств Тувы, директором Республиканского центра народного творчества и досуга. Здравствуйте, Елена Николаевна. Здравствуйте. Итак, в который раз проходит фестиваль. С чего все начиналось? Да, фестиваль ТУВА Пестингоргевис имеет большую, богатую историю. Все началось с 1996 года. В тот год по России был объявлен большой всероссийский фестиваль. Он назывался «Россия. Наш общий дом». И, конечно же, в Туве подхватили эту инициативу, проводили фестиваль, но название перевели на тувинский язык, адаптировали, то есть к Туве. Причем к этому руку приложил и тогда работавший министр культуры Республики Тува Чолгачич Медарович Ондар. И назвали этот фестиваль «ТУВА Пестингоргевис». Во многих регионах фестиваль он прошел в те годы, только когда его объявляли, но у нас в Республике Тува он прижился и до сих пор, как говорится, шагает уверенно по нашей республике и приносит хорошие результаты. Ну, это уже с 96-го года, это уже более 15 лет уже прошло. Насколько идет развитие фестиваля? Фестиваль, ну, как и все, что у нас существует, имеет свой характер, свою историю. Конечно же, были годы, когда он проводился каждый год. Были периоды, когда немножко был спад. Потом перешли в формат, когда раз в 2 года проводится. И каждый год он немножко все-таки видоизменяется. Потому что, во-первых, он каждый год приурачивается к какой-то теме, да? Эта тема всегда вносит свои коррективы. Мы тоже вносим свои какие-то новшества в формате проведения и так далее. Поэтому фестиваль живой, естественно, он всегда меняется, растет и живет своей жизнью, скажем так. И с каждым разом, наверное, фестиваль приобретает свой отдельный региональный оттенок. ТУВА Пестингоргевис, название такое, ТУВА наш дом. Значит ли это, что в нем принимают участие только коллективы, тувинские коллективы? Нет, конечно. Сама цель, само название фестиваля, вся основная его идея заключается в том, чтобы объединить, у него очень большая объединяющая сила, объединить всех жителей, проживающих в Республике Тува, все народы, все национальности. Причем объединить все возраста. У нас принимает участие молодежь, скажем так, ветераны. У нас принимают участие в фестивале даже, скажем так, разных профессий. Есть безработные, есть учителя, есть врачи, принимают участие активно даже всегда председатели администрации Кажунов, депутаты Кажунов. В общем, нету в этом фестивале ограничений ни в возрасте, ни по рангам, ни по чинам, как говорится. И мы всегда рады, когда представители других национальностей принимают участие в фестивале. Это его главная задача. Ну, у нас много диаспор различных. Может быть, призовете к их участию, к активному участию в фестивале? Да, я всегда призываю принимать участие всех активных жителей, кто любит культуру, кто любит народное творчество, принимать участие. Насколько разнообразен жанр программы фестиваля в этом году? Спасибо за вопрос. Да, фестиваль, он прям в положении прописано, что он многожанровый. И по требованию фестиваля творческие коллективы, которые принимают участие. Но слово «творческий коллектив», оно, знаете, такое условное. Есть творческие коллективы, которые давно сформированы, они функционируют у нас на базе... Можно сказать, профессиональные. Да, домов культуры. Нет, они не профессиональные, они именно самодеятельные, любительские. А в данном случае слово «творческий коллектив» подразумевается все те люди, которые просто приняли решение принять участие в фестивале. Многожанровый.
То есть у нас мы представляем и хореографию, и вокальный жанр, хоровой жанр, художественное слово, фольклор. Вот это все базовые жанры по положению у нас должны обязательно присутствовать в программе, которая должна длиться не более, не менее 30 минут. Вот. Ух ты. Да. И более того, я скажу, что мы даже просим, чтобы вот, сама программа конкурсная творческая, она была пронизана какой-то одной идеей. Вот, допустим, в этом году мы посвящаем Году сплоченности, и мы делаем акцент на патриотизм. Именно подъем патриотического чувства, подъем патриотических настроений, да, народа. И мы просим именно такие программы делать. Должна быть одна идея, которая еще плюс режиссерски смонтирована как единое целое. Поэтому те, кто придут на вот сейчас уже финальный этап республиканский, они увидят целостные программы, которые прямо пронизаны какой-то хорошей вот идеей, смыслом, который будет призывать народ к чему-то. То есть номера будут не только вот в одном таком формате, да, а будет целый спектакль. Можно сказать, да, театрализованный концерт, театрализованное выступление будет. Елена Николаевна, скажите, пожалуйста, вообще сколько этапов разделяется конкурс-фестиваль? Да, спасибо за вопрос. Фестиваль, можно сказать, уже начался у нас, подготовка началась с начала года самого. Хотя мы уже своим коллегам в Сумонах, Кажунах объявляли его о нем уже с прошлого года. Первый у нас идет сумонный этап. Сумонный этап – это когда в каждом сумоне объявляется конкурс, где улица, творческий коллектив, трудовой коллектив, школа, садики, даже арбаны, там, совет мужчин, любые желающие могут принять участие, прийти показать свои программы. Уже из того, что они посмотрели, Сумон делает сборную из лучших номеров программу, выстраивает ее режиссерски, да, и потом уже эту программу представляет на кажунный этап. Мы, работники Центра народного творчества, лично я со своими коллегами объездили все кажуны на кажунный этап. И там мы видели, сколько сумонов в кажуне, каждый сумон представлял свою 30-минутную программу. Мы все отсмотрели. Представляете, мы целый месяц занимались отсмотром всех этих сумонных программ. И на кажунном этапе наша задача была, конечно же, оценить, наградить, но самое главное, выявить победителя кажунного этапа, то есть какой-то сумон, который должен уже представить этот кажун на республиканском этапе. Здесь, что важно, принципиальное, мы последние годы, да, вот это моя, скажем так, идея, она нашла поддержку среди моих коллег, что мы теперь не допускаем сборные программы от кажуна. Именно едет программа сумона, который победил. Это очень важно, поскольку для подготовки программы нужно вложиться в это село, да? Пошить им костюмы, их объединить, внести какие-то интеллектуальные помощь, там, да, вложения. И это способствует именно росту культуры этого села. И вы представляете, какая радость, если этот сумон приезжает, он побеждает на кажунном, на республиканском этапе, то есть он достойно представил честь своего кажуна и принес победу. Именно это село. После этого село, вот поверьте, оно меняется. То есть здесь даже есть экономическая составляющая. Конечно. Я даже приведу пример. У нас есть прекрасный пример, когда Сумон Тевихая приехал на республиканский этап, победил. И вот мне говорят, что жители села, они изменились, они стали более сплоченными, они понимают друг друга, они даже разговаривают между собой, используя те образы, слова из программы этого Пестингергейс. И теперь это село, мне говорят, что оно в других вопросах тоже является уже передовым. Вот насколько фестиваль помогает сплотиться населению. Я думаю, это должны понять все председатели администрации, депутаты, кажунов, сумонов, что фестиваль – это хорошая возможность сплотить население своего села либо кажуна. Вот на этих этапах это же
ну, даже не побоюсь этого слова, титанический труд просматривать все коллективы. Это более 100, наверное, коллективов, которых надо просмотреть. И, во-вторых, замыливаются глаза, да, после этого. Это нужно быть профессионалом, чтобы оценить чью-то работу, да, не просто работа, вклад человека, да, души. И кто принимал участие, кто был в жюри? Мы отсмотрели 115 программ. Ох ты, это очень Каждая тяжело. программа по 30 минут. И у нас на чистый просмотр ушло где-то 100 часов. Плюс обсуждение, плюс там, церемония награждения уже даже мы не считаем. По условиям положения председателем жюри являюсь я. И у меня коллеги из Центра народного творчества, есть заместитель директора Адыгола Нуран Адыгола Намгайол, начальник отдела народного творчества Айка Сичкола Надамба. Вот мы втроем были таким, скажем так, костяком жюри. Да, жюри. И обязательно было условие присутствия в составе жюри либо председатель администрации Кажуна, либо глава Кажуна, начальник управления, и кто-то должен был из общественности. Это было очень важно, поскольку тема общения – это насколько обращается внимание на народное творчество, насколько оно поддерживается. У нас, скажу, немножко ситуация по-разному. И, пользуясь случаем, то есть пользуясь фестивалем, мы пытались немножко повлиять на эту ситуацию, где у нас немножко слабое внимание. Мы хотели убедить, что стоит обращать внимание, стоит поддерживать народное творчество. Вот такая работа у нас параллельно велась. Ну, начиная беседу, честно говоря, я думал, что сам фестиваль, он проводится в двух этапах. Это районный и республиканский, уже региональный. Но получается 3 этапа. Получается уже 3 этапа. Это Сумонная, Кажунная и уже региональная. Да. Ну, по итогам, все-таки сколько коллективов будет принимать участие в финале? Республиканский этап у нас продлится с 25 по 29 число. 5 дней будут конкурсные дни. В каждый день будут принимать участие 4 кажуна. Вот, допустим, 25 у нас принимает участие город Кызыл, Кызыльский кажун, Улухемский, Чедыхольский. 26-го Дзунхемчикский, Пихемский, город Агдоорак и Барунхемческий и так далее. То есть все, кто хотят подробно посмотреть, какой день какой кажун выступает, они могут зайти к нам на сайт, либо на нашу страницу, либо просто позвонить к нам. Мы дадим информацию. В эти дни, конкурсные дни, 30 апреля у нас это уже финал. Там гала-концерт, будут отобраны самые лучшие номера со всех кажунов и церемония награждения. Жюри очень титаническую работу должно проделать и выявить 3 дипломантов, 3 лауреатов и, естественно, обладателя гран-при, победителя. Победитель получит в этом году, так же, как и в прошлом фестивале, 500 тысяч рублей, 500 000 на развитие народного творчества. Хотелось бы уточнить, какие номинации будут призеров? Номинаций нету жестких таких вот сейчас там задач, но это такие поощрительные уже номинации. Да. По жанрам. Главных. Да, по жанрам это мы либо смотрим хороший хореографический коллектив, хоровой, если прям вот супер-супер было исполнение, мы его отмечаем, да. Часто сейчас последние дни мы заметили, очень хорошо развивается художественное слово, чтецкий, да, скажем так, номера, фольклор. То есть все жанры, которые определены, в каждом жанре мы можем уже на усмотрение жюри отметить хороший номер, хороших исполнителей. Не могу не коснуться специальной военной операции. Вот с начала специальной военной операции у людей раскрылись новые такие творческие начала, да, стихотворные это искусство, да, литературное. Поэтому у нас начали очень активно принимать участие в культуре республики. Насколько много принимает в этом году участие именно в стихотворном жанре? Очень много. Вот именно художественное слово было очень много, присутствовало. И причем действительно они были в основном посвящены 2 главным темам, которые мы объявляли.
Это тема, конечно, патриотизма. Специальная военная операция прям звучала ярко. И тема юбилея 140-летия восстания 60 богатырей. Вот. И вы знаете, я хочу еще добавить то, что тема специальной военной операции, она звучала во многих программах. И что меня немножко порадовало, что даже участники были фестиваля, сами участники специальных военных операций, которые либо вернулись, которые либо в отпуске. И было очень много номеров, которые просто заставляли нас плакать, потому что некоторые номера были посвящены погибшим землякам, их фотографии показывались. Конечно же, вот у меня даже сейчас мурашки по коже. Зал вставал, люди плакали. И, конечно же, говорили слова о том, что мы едины, Республика Тыва, мы едины, как Россия, и мы должны быть сплоченными и должны победить. Вот, мне кажется, функция фестиваля вот дорогого стоит. Что вот люди это говорят, народ говорит, и слышит в зале сам народ. И все это поддерживается, и ощущается, знаете, такой момент вот единства духа. Единство духа. И принимали участие в фестивале родственники погибших, родственники участников специальной операции. Вы знаете, вот я считаю, что вот это были самые дорогие моменты фестиваля. И такие программы приедут, кстати, и на республиканский этап. На финале да, вот эти на программы финале, да. будут. Ну, в продолжении темы, наверное, фестиваль сам не только ограничивается, наверное, одним зданием, то есть проведение вот там в Доме народного творчества. Да. Ну, наверняка это будет и на других, как говорится, площадках. Да. Совершенно верно, да. Я чуть не упустила этот момент. Спасибо, что подсказали. Мы уже второй год практикуем этот формат. То есть раньше, если мы только на сцене Дома народного творчества проводили, причем в 2 дня как-то умудрялись показать все программы. Да. Сейчас мы расширили, во-первых, календарно 6 дней. Потом мы добавляем выставку изделий мастеров народных художественных промыслов и ремесел. Каждый кажун, приезжая, он привезет своих мастеров. Если вот в этот день выступают у нас 4 кажуна, значит, 4 кажуна также привезут своих мастеров и свои изделия. То есть каждый день будет разная выставка, поэтому приглашаем их, наших зрителей, посетить. Выставка. Финальный день, 30 апреля, будут лучшие изделия, лучшие мастера, отобранные специальными, да, нашими... У нас есть такая площадка, такая сейчас большая площадка, это у нас так называемый Арбат, да, пешеходный. Нет, выставка у нас будет в фойе Дома народного творчества. Фойе. А вот Арбат, это тоже наше новшество, которое мы 2-й год практикуем. Мы решили, что есть люди, которые не смогут прийти, допустим, да, в Дом народного творчества. И для большей популяризации нашего фестиваля, для большей популяризации вообще талантов, да, наших народных, мы выступаем на Арбате. Каждый день с 2 часов мы будем в этом году использовать автоклуб, который у нас сейчас есть в Туве, да, автоклубы, да. Такая Мы рекламировать сцена, будем да? сам автоклуб, да, хоть он небольшой, но он нам сильно поможет в этом деле. И на Арбате те кажуны, которые в этот день на сцене выступают, они привозят еще программу для народа, да, для Арбата. И причем для Арбата мы попросили в этом году привести программы те коллективы, которые заняли 2-е место. То есть на сцене выступают победители кажунных этапов, а на Арбате выступают 2-е, да, которые получили 2-е место в кажунных этапах. Это очень прекрасно. Наши земляки могут посмотреть то, что не вошло в финальную программу. Да, там не менее интересные номера. Совершенно верно. Причем, да, действительно, там другая программа, здесь другая программа. Поэтому призываем народ, кто будет в этот момент в центре города. А мы, кстати, в прошлый раз заметили, что люди специально приходят в это время на Арбат, даже берут с собой табуреточки и уже садятся, занимают места и начинают смотреть эту программу. Здание не всех может вместить. Да. Елена Николаевна, повторите, пожалуйста, по каким дням будет работать площадь Арбат? Приглашаем всех наших жителей и гостей столицы
посетить наш замечательный фестиваль с 25 по 30 апреля. Каждый день с 12 часов открывается в фойе Дома народного творчества выставка изделий мастеров народных художественных промыслов и ремесел. С 2 часов каждый день на Арбате будет выступление наших участников фестиваля. И каждый день в 5 часов в Доме народного творчества выступление уже конкурсных программ. Приглашаем вас. 30 числа гала-концерт победителей и церемония награждения. Открыта продажа билетов. Приходите, ждем вас. Большое вам спасибо, Елена Николаевна, что вы нашли свое драгоценное время, чтобы пообщаться с нами. На этом у меня все. До встречи в следующем эфире.